Кожарны. Зимняя неделя. Чувашский праздник новогоднего цикла. Это часть старинного праздника Сургури. Праздник праздновался чувашами в течение недели от Рождества до Крещения. Для проведения кожарны собирались в каком-нибудь доме от мала до велика. Собирали все необходимое для угощения гостей. За день до Крещения варили пиво и пекли пироги. За столом всегда сначала угощали старшее поколение. Они благословляли молодых на счастливую жизнь в наступившем новом году. Весь этот вечер проходил в увеселениях. Звучали музыка, пели, плясали под частушки. Но важное место в праздновании кожарны занимали всевозможные гадания о судьбе. В полночь молодые люди уходили в поле. Здесь на перекрестке дорог, укрывшись покрывалами, слушали, кому какой звук послышится. Если кто-то услышит голос домашнего животного, ми, то говорили, что будет богат скотом. Если услышит звон монет, то будет богат деньгами. Если девушке послышится музыка, предсказывали свадьбу, значит, она выйдет замуж. А с какой стороны будет жених, гадали валенками. В эту ночь много разных гаданий было, но чаще гадали о женитьбе и замужестве. По чувашскому обычаю, именно в новогодний период родители молодых засылали сватов. Также во время празднования по дворам ходили ряженые, и они непременно навещали тот дом, где молодежь праздновала кожарны. Ходили они с кнутами, вениками, имитировали битье всех чужих, разыгрывали всевозможные сценки. Роль ряженых – это изгнание из села, из дома злых духов Старого года. Ряженые прятали лица, хозяева всячески пытались узнавать, кто под маской, и старались угодить ряженым. Угощали пивом, гостинцами, а потом все вместе пели и плясали. Опа, 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 галамала, ни гамада, ни где думаешь, шампаза мала, ни гамада, ни где думаешь, шампаза мала, шампаза мала, шивара, шива, шивара, не бегуда дошла, не сюда, не была шивара, не бегуда дошла, не сюда, нам была шивара, нам была шивара. Богато разнообразием чувашских игр, обрядов и праздников. Игры и праздники издревле рассматривались народом как важнейшие факторы воспитания детей. Нередко и трудовые дела сочетались с игрой. Большинство игр носят групповой характер. Участвуют и дети, и подростки. Такие игры способствуют развитию коллективизма, укрепляют связь поколений. Вот мы сегодня покажем вам две из таких игр. Мы сегодня просто сеяли и бирпаян виракна, и колечко. Щарала. Суть игры была в том, что если бегущему удается прорвать цепь другой команды, то он уводит свою команду, одного из игроков. Если нет, то остается в этой команде. И бирпаян виракна, виракна. Мы сегодня просто сеяли, мы его затопчем. Чем вы его затопчете? Пустим пару лошадей. Чем лошадей удержите? У нас вожжи кожаные. А сколько они стоят? 100 рублей. Нам 100 рублей не надо. Что ж вам тогда надо? Девицу-красавицу нам надо.
Ят партинат бат. Женевине миштинге, миштинге. Женевине миштинге, миштинге. Женевине шергенге, шергенге. Женевине шергенге, шергенге. Перечимся гирлемар, гирлемар. Переукша гирлемар, гирлемар. Sana ziremen girle, men girle. Sana ziremen girle, men girle. Ulvayatla ker girle, ker girle. Ulvayatla ker girle, ker girle. Ну, дядь Булат, поделитесь. Hadi hayırsın Allah'a bilen pa. Hadi hamurla yalanayıp var. Два, три. Ой, скажи, Шура, гостем шива, гире, чижеги. Ой, скажи, Шура, гостем шива, гире, чижеги. Акунда чагында аңладыл баринде. Акунда чагында аңладыл баринде. Ой, скажи, таванезем перекетсе илеги. Ой, скажи, таванезем перекетсе илеги. Акунда чагында васлапа уменде. Акунда чагында васлапа уменде. Ой, скажи, таванезем перехона даваган. Ой, скажи, таванезем перехона даваган. Акунда чагында тылвитеге уменде. Акунда чагында тылвитеге уменде. Ой, скажи, шапчаги, хитреца споюрлаган. Ой, скажи, шапчаги, хитреца споюрлаган. Акунда чагында тылван барчи баринде. Акунда чагында тылван барчи баринде. Ой, скажи, таванезем юр-юрлаза ташлаган. Ой, скажи, таванезем юр-юрлаза ташлаган. Акунда чагында тылван нурай баринде. Акунда чагында тылван нурай баринде. Ой, скажи, таванезем перезатса яраган. Ой, скажи, таванезем перезатса яраган. Акунда чагында кыялыге уменже.